Ой, когда нам сказали, что сегодня будет гость, на самом деле в этот раз я уже даже не знал, чего ждать. Когда мы сели, заходит одна очень приятная женщина. И я такой думаю, Я даже не знаю, представиться вам сразу или попробовать дать вам возможность угадать, кто я. Как вам больше нравится? Поиграем в экстрасенса. Просто сегодня напрягали очень мозги. Вас зовут Наталья? Нет, к сожалению. Нет, не Наталья. Ладно, гадать не будем просто. Вы логопед? Некрасиво будет. Логопед близко, очень близко. Горячо уже, так достаточно горячо. Может, что-то с актерским связано? Да. В Дикции. какой-то степени, наверное, тоже можно так сказать, да. Что там вообще ничего не идет? Ничего не идет, да? Ну хорошо, я не буду вас тогда мучить, я психолог. Все рассказали, мы все рассказали. Меня зовут Светлана. Ко мне можно на «ты». Я надеюсь, к вам тоже можно на «ты», да? И я предлагаю для начала познакомиться, потому что ни вы меня не знаете, ни я вас не знаю, да? И будет очень здорово, если мы с вами немножко поиграем в это, скажем так. Начну с себя. Задание будет состоять в следующем, что я сейчас говорю свое имя и что-то еще изображаю, да, для того, чтобы, ну, может быть, подчеркнуть какую-то свою черту характера или, может быть, подчеркнуть что-то личное в себе. А потом мы пойдем вот отсюда, да, то есть вы повторяете, как зовут меня и мое движение, называете свое имя и делаете свое собственное движение, да. Соответственно, следующий участник делает то же самое. Сложнее всего будет вам. Попробуем? Отлично, давайте попробуем. Значит, я Светлана, психолог. Светлана, я психолог. Сейчас свое, да? Да, теперь свое. Я Руслан. А кто ты? Ну вот он показал. Так, Светлана, и психолог. Руслан. Дамир. Нет, сейчас. Вот это. Сразу с этим. Отлично, прекрасно. сейчас я, да? Светлана, психолог. Руслан, Дамир, Булат. Я слышал вот это. Светлана, психолог. Руслан, Дамир, Булат. Ну, я не хрустнул, конечно. И Айназ. Это было здорово. Мы можем попробовать, да, сами. Спасибо, молодцы. Вот. Значит, тема нашей сегодня с вами встречи – это отношения в коллективе. Такая тема очень интересная, да? Собственно, сплочение коллектива, то есть как мы можем с вами сделать так, чтобы вы были все-таки дружны, да? Хотя я хочу сказать, что обычно, когда число делится на 2, да, то есть когда четное число, количество участников, это всегда легче, чем если бы у вас, например, было бы нечетное количество, да? Как вы вообще считаете, вот сплоченный коллектив это какой коллектив? То есть что в нем обязательно должно быть, чтобы он был сплочен? Доверие друг к другу. Доверие, взаимопонимание, самое главное. Понимать друг друга сразу с первого. Что такое для вас доверие? И на сколько процентов можно доверять другому человеку? Доверие – это когда ты не скрываешь, какие у тебя проблемы есть в учебе, в семье. Ты можешь поделиться. Насчет выступлений еще. Ну, то есть ты доверяешь и знаешь, что ребята тебя не подведут и все сделают так, как надо. То есть ты не несешь на себе часть их работы, да? Ты знаешь, что они делают так, как они... Ну, чтобы, допустим, ты танцуешь и понимаешь, что, блин, сейчас этот не туда пойдет, сейчас этот не то сделает. А вот ты просто выходишь и со всеми ребятами хорошо выступаешь. Ну, это такое чувствование друг друга, да? Очень такое. На сколько процентов можно доверять другому человеку? Ну, процентов на 90 точно.
какое у тебя мнение? Как ты вот? У тебя есть процент? У меня нет да? такого процентирования. Тоже. Мгм. То Я есть не если могу доверяю, сказать. то Ну, не доверяю. 100%. Не 100% все равно, да? 100% можно только доверять. Семье, родная? Даже себе нельзя доверять, потому что иногда зубы могут укусить язык. Видите? Доверие, как и любовь, оно не может вообще делиться на самом деле в процентах. То есть оно либо стопроцентное, либо его вообще нет. Я ничего не сказал, я молчал. Почему, да? Потому что если я доверяю даже на 90%, значит, во мне есть что-то такое, что я не могу доверить человеку, да? И доверие – это сугубо личная вещь, которую я могу человеку выдать как кредит, а он может не оправдать. И это на самом деле нормально. Да, потому что, ну, это нормально. То есть, ведь что такое доверие? То есть я иду к человеку с чем-то, да, то есть у меня что-то есть, я ему хочу это рассказать, но на самом деле я никогда не знаю, как он отреагирует. И это больше мой вопрос, да, что я рассказала, допустим, поделилась, да, какой-то там своей проблемой, трудностью, а вот какая реакция была у человека, то это его реакция. То есть мне важно, что я могу про это рассказать. Вот это, наверное, даже гораздо важнее, да? Давайте мы с вами поиграем. Игра называется «Леопольд». Леопольд, да. Значит, у меня здесь 4 листочка, на которых написаны ваши роли. Кто из вас? Вы будете сейчас просто их тянуть. Значит, там есть 2 кота, 1 леопольд и 1 мышка. Значит, вы достаете эти листочки, и тот, кто будет мышкой, пожалуйста, об этом скажите, да, что мышка – это я. Значит, какая задача? Задача Леопольда и остальных котов – доказать мышке, кто из них Леопольд. При этом вы не можете говорить «я», ну, вы как бы можете говорить «я Леопольд», да? Задача у мышки, собственно, ну, узнать, кто действительно Леопольд. Хорошо, отлично, мы начинаем. Будут уговаривать меня. Ну, отлично. Вот я знал. Да ты все знал. Ну что, Да. общее обсуждение сначала, да, давайте. Вы можете воздействовать на нашу мышку прекрасную. Мышка, говорит, пошла. Да. Давайте, котяры. Мы тебя сейчас видим. Начинай, Руслан. Так, короче, я Леопольд Айнас. Прям клянусь, прям Айнас. Ты знаешь, есть слово, если клянусь, говорю, то обязательно. Я Леопольд. Меня пугает этот кот. Я не кот, я Леопольд. Ты кот? Я не знаю, что они будут там тебе говорить, начнут что-то обещать, да? Просто поверь мне, я Леопольд. Тут все, можно заканчивать. Да, ты все Я поверил? Леопольд. Просто ты реально ошибешься, если выберешь... Тебя? Егитлерni saylasam, shunga ko'ra o'ylayapman, men Леопольд. Смотри, Лео Айнас, Ми. тебе кажется так. он говорит, что он Можно свою ошибется, точку если выберет. выберет меня или Дамира. Ой, Руслана. Почему я Леопольд? Потому что Дамир тебе сейчас врет. Я Руслан тоже. И Руслан тоже Я врет. скажу, да, Они да. тебе оба Ты врут. прав. Айнаш, ты готов принять У решение? вас нет доказательств. Или не тебе можете еще нужно доказать. Нет, время? вот эта бумажка содержит мухим эйберне. Мында yazılgan. Леопольд. Нет, Леопольд. Через А? Нет, вот Ну, он нет, хотел разница. сказать через А. Почти так, Леопольд. кстати, Ну, кажется. я произношу просто. Леопольд. Смотри, Айнас, я посмотрел. Через Е пишется или... Какая? Вторая буква? Это знаю я, потому что я Видишь, писала. Леопольд. Вот тебе прям... Чё, И я написано? говорю. Здесь даже З плохо видно. Ой, З. Д. Ну, знаете... У него нет, у него он кот, братан. Нет, смотри. Бля, вот поверь мне, мен Леопольд. Айнас, я тебе говорю, ты по жизни просто ошибешься, если это По жизни. Ты же ту жизнь выбрал. Айнас, Вот я надеюсь на тебя. Реально. Мен У Леопольд. меня даже слово есть, реально, Айнас. Сейчас Гал Ладно. наш. Я ошибся. Ну ладно. Так, давайте. Хватит, всё? Хорошо, давайте опять по минуте, да? Или ты готов уже Нет, сделать все. выбор? Ты готов Хватит. сделать выбор, да? Хватит. Сколько Хорошо. можно этих котов слушать? Они все мяу-мяу-мяу, Но да? я их не понимаю. Хорошо. Сделай выбор. Я по-котятски не понимаю. Я думаю... Та-да-да-да. Барабанная дробь. Да. Что Руслан не Леопольд. Хорошо. А можно сразу? Нет, открыть Нет, сразу нельзя. нельзя, да. Я думаю, что Леопольд не Булат. Ну тогда Дамир, что ли? Логично. Да, думаю, что Дамир. Наверное, Он брат. больше Ты всех. вообще красавчик, братан. Вообще. Рахмат, Исар. Я кот.
Ну, блин, это было Открываемся, классно. да, открываемся. Я просто не зря читал. Я сказал... Мне кажется, еще «З» показался этой буквой. Мне сейчас сразу обидно, да, понял, но что неудобно, но, блин, Рахман что поверил. Блин, я не задумал, ты мне Это поверил. классно. Знаете, почему я ему поверил? Почему? Потому что он более был убедителен. Они не могли доказать, чем они Леопольды. Я не знаю, хоть затронули бы тему мультфильма там, или, я не знаю, Ну, отношения то есть кошки, какие-то мышки. факты, да? А просто сидеть и говорить, я Леопольд, вот клянусь, я Леопольд. Я просто поверил, что я Сомнения реально уже начались, Леопольд. сомнения просто. Ты, то есть, Мне так, надо- если бы я был Леопольдом, да, то как бы я себя вел, это вот из этого разряда, Да, я да? начал просто, я не знаю, Он что просто говорить. вошел в мое расположение и... Ага, ты нашел такие Поверь долгие мне. слова, да? Серьезно? Да, ну такой поверь, Поверь, поверь. Не да. не ошибешься. ошибешься. Ошибка. Ну ты же, братан, киттың бит менің бірі. Получается, оба ошиблись, да? Это же хорошо. Или Да, меньше? ну, на самом деле, да. Если мы это упражнение перенесем на вашу сценическую деятельность, а вам важно, чтобы зритель вам Верю. Да. верил и доверял, да? То есть, когда вы будете выступать, да, когда это вот, пожалуйста, да, вот зритель, да, когда вы будете даже снимать клип, да, а на что люди идут, да? Люди идут на искренность, да, на то, что они видят, что есть некий образ, да, некая картинка, да, и вот умеете ли вы это делать, как вам кажется? Доносить свои чувства, эмоции. У кого это лучше Да, конечно, получается? босс, Может быть? расскажем. Не прям 100%. Да, ну, не знаю, умеем, не умеем. Может, там 10%. По некоторым моментам, которые мы вместе с нашей командой проделывали, я могу сказать это точно. Умеет Айназ. Как, то есть как это выглядит, как это звучит? Я себя ставлю на место зрителя. Как бы мне было интересно, и было ли бы мне интересно смотреть на тех парней, которые вот сейчас выступают. Ну, И- это то, о чем ты говорил, что ты стал Леопольдом, да, и, соответственно, да, звали- и то есть это вот про это. войти в роль, да. То есть, соответственно, для того, чтобы быть успешными артистами, то есть что нужно сделать? Самому это пережить. Если мы хотим прожить жизнь яркую, интересную, да, и если мы, например, хотим добиться определенного успеха, мы должны создать некий образ, все равно внутри себя. Мы можем за основу взять образ, который нам очень нравится. Это может быть те артисты, которые вас вдохновляют, певцы в том числе, да, и прям вот перенять немножечко манеру этого человека. Но будет очень здорово, если этот человек все-таки будет в чем-то вам созвучен, а не так, что, допустим, я не знаю, там, вам нравится Фредди Меркьюри, да, но среди вас нет Фредди Меркьюри, да, и вы не готовы полностью быть как он, да. То есть все-таки это что-то должно быть вам созвучно, чтобы вам это было очень легко. А скажите мне, пожалуйста, умеете ли вы вообще говорить о том, что вам не нравится в коллективе? Мы стараемся сразу, если есть какие-то ошибки, останавливать, пытаемся это все вычистить. Ну, номерах там, допустим, движения какие-нибудь, или в вокале там какую-нибудь ноту не достал, или в ритм не попадает. Мы стараемся это как-то улучшить. И Есть ли у вас в группе мистер Косяк, который все время косячит? да, Кто это? это не Леопольд. Ну, именно Руслан мистер Косяк. Больше косяков, да, чем. Ну нет, косяки у нас у всех есть. Ну, понятно. он был мистер Косяк. Да. Ну, понятно. Хорошо. Как вы это воспринимаете? Вот, то есть, вот когда Руслан из раза в раз, да, я так понимаю, что... Стараемся это все время как-то исправить. Шутками как-то перевести, там, разгладить. Мы на него стараемся не давить. Сразу же. А когда он не понимает, да, Да, так, пошутили, такой, Руслан! Они понимают, что да, косяк. Ты можешь сейчас все сказать, Руслан. да, сейчас да. Можно, да, Да, можно, давай, все, давай. Чтоб все поняли. просто. Чик-чик, монтаж, да. Косяки там, да, это бывает, опаздываю, конечно. Мне самому некомфортно после этого. Такой опоздаешь, чувствую, что я опоздал. Парни такие видно, на парней же смотрю, они понимают, что да, он косякнул где-то. И, вот. И стараюсь нормально все воспринять, знать, что я как бы соберусь и начнем дальше работать. Ну, теге кішіге бұлар может теге обидность мистер Косяк деп енді бұл теге косяклар бұлай ну теге жоқ андай кіші безгрешный деген har кіші не бар енді ну кімдер көбірек просто менде көп мен сразу айтамын теге дұрыс үйрену керек уақыт білен распределяться істерге һәм ең бірінші менде нәрсе керек игтибарлық
Я так понимаю, что тема опоздания это такая, да? Да, Такая да. больная Да, тема такая, да? такая? Да, сам такой, видимо, больше. А ты каждый раз опаздываешь или раз опаздываешь, раз не опаздываешь? Не Через каждый раз, раз. говорю, больше я опаздываю, чем другие. А, Я больше, я чем кстати, другие. Хорошо. Но смотрите, то есть почему я Но я не спросила? помню, что мы как-нибудь сели и как-то объяснились насчет Что этого. опаздывает, это очень Да, плохо. мы между собой вот сразу можем переговорить. Вот ему же все-таки надо выйти пораньше как-то, как он этого не может А почему вы понять. ему А это мы не ему скажете? ни разу этого не объясняли. почему? У нас нет такого, что мы как-то Ну вы, получается, собираемся и обсуждаем. Вот, Вот реально, вот. то, что вы сказали, мы говорим косяки. Вы обсуждаете косяки, мы не обсуждаем косяки. Те моменты, рабочие моменты, где вокал, где хореография, где мы не делаем, мы ошибаемся, да, мы останавливаемся, ты здесь неправильно делаешь, мы это говорим. Надо вместе. Был уже, Подойти и был сказать, такой, но может, больше... Руслан, ты вот каждый раз опаздываешь, пойми из-за чего. Все из-за того, что ты долго собираешься, за час, надо за час выходить, а ты выходишь за 15 минут. Ты опаздываешь из-за этого. Надо все это ему объяснить. Мне кажется, он поймет. Можно даже применить, например, за полчаса введение. за полчаса занятия позвонить ему. Руслан, ты Это вышел, хороший вариант, собираешься? это вот хороший вариант. да. Ты не будешь против, если тебе будут звонить и говорить? конечно. То есть на самом деле, почему я спросила? Обычно мистер Косяк – это громоотвод. Всегда. То есть, когда в команде есть мистер Косяк, он как и громоотвод, собирает на себе все. То есть, опаздывают все реально, да, там косячат все. Но тот, который делает это с регулярностью, да, это громоотвод. Больше внимания на себя как бы. Да, сделано, уже- и получается, что ты как-то неосознанно на самом деле громоотводишь то, что происходит. Если вы научитесь говорить, и действительно подумать о том, как вы можете Руслану помочь не опаздывать, да, действительно так, чтобы это было корректно, чтобы это было красиво, да, тогда он перестанет просто это делать, да. А мы поиграем в игру такую на ощущение как раз доверия и поддержки. Вот она очень простая, нам нужно будет с вами встать. Спиной стать друг к другу. Вот сами. Поймать. Мы как раз встаем спиной друг к другу, все правильно. Пожалуйста. Пожалуйста. Сейчас. Получится? Ну давайте, Руслана и нас пока вставайте спиной друг к другу. Они уже Ага. выросли. Вы даете друг дружке опору, и вам нужно присесть сесть. и оказаться в позиции, да, стульчика, то есть когда вот вы друг на друга опираетесь. Спасибо. И найти очень равновесное положение, да? Ты на меня. Немного отталкивай Вот. меня. И вот смотрите, здесь очень важный момент, найти На такую... стульчик уже садиться. Не отдельно садись. Опору на меня тоже давай. Вот, Ты толкаешь смотрите, кто дает слишком много Ты меня опоры, толкаешь, братан? да, а кто слишком много берет. Слишком много взял на себя. Он Да, слишком он много. Нормально. Я на него прям лег Я почти. чувствую баланс. Нам надо Давай. полностью сесть? Давай. Ну как ты ощущаешь? Не давит ли на тебя Нет, Айнас? вообще спокойно. Как тебе Айнас, Руслан, не давит на тебя? Хорошо, да. Вообще отлично. Нормально? А если сейчас вы отойдете, кто-нибудь из вас резко отойдите, упадет, другой нет? Отлично, классно. Мы не любим это упражнение. Что, вы не любите это? Давайте поменяйтесь парами. Давай, я давай, Булата с кем? попробую. Да. Ладно, доверься мне. Он уже на меня. Не ложись на меня так сильно. Ну блин, надо ложиться. Но не сильно. Так, старайся не расслабляться. Держишь? Все, стоим. Мне кажется, ты очень лег на Руслана. Да, вот есть. Прям вот А, надо нет, прям Толкни делать. меня тогда, толкни меня. Толкни. Спиной ж, братан. Старайся держаться. Вот. Старайся держаться сам. Держусь я. Вот сейчас нормально держишься. Да, и что делать нам сейчас? Ну так. Ты очень хорошо на себя берешь, очень хорошо, а ты очень хорошо ложишься. Пробуйте еще. Так, сейчас надо держать замеры, да? Ай, нас такой готовится, нас даже Дамир. Не знаю, может, Дамир не будет на тебя. Да он уже давит. Стол. Давай синхронно. Давай, раз. А он этот остается, чтобы я не давил. Он сверху. Спускайся тоже. Он тебе дает отпор. Да. Руслан берет, а он тебе дает отпор. Говорит, Нет, он тоже уходит. Дамир, не уходи. Я лег на него уже. а зачем ты ложишься? Я держусь. Ты прямо сделай. Если он так резко встанет, ты упадешь. То Да. есть задача, Резко стань, резко стань. найти баланс такой, чтобы я не упала, да? То есть чтобы было. Нормально? Да. Да, давайте сядем. Молодцы. Ты вообще, конечно. Я чувствую. Смотрите, вот это упражнение, да, оно тоже очень показывает, кто очень любит доверяться совсем, да, и так прям, ну пусть меня поддержат, да, это Дамир, да, такой, То нам нужно делать какие-то, может, игры, которые вы сегодня проводили, чтобы
мы также продолжали сплочаться, не только работать. Может, такие моменты нам нужны, мне кажется. Что я могу вам порекомендовать, Посоветовать, да, да. или посоветовать? Во-первых, я очень рекомендую вам все-таки проговорить определенные правила вашей группы. Потому что пока это в голове, и типа, ну нам же все понятно, ну мы таким все понимаем, да, но не написано на бумаге, это все остается из разряда, ну ты же понял, что я хотел сказать, да? Я не понял, что ты хотел Да, сказать. То ты есть не вроде всегда, сам то есть понял, мы не экстрасенсы, мы не можем читать мысли другого человека, да, поэтому мы обязательно говорим, да. Причем вы можете как это сделать? Каждый из вас пишет, как он видит, да, какие должны быть правила в группе. Вот прям вы их пишете, допустим, там 10 пунктов, например, да. Потом вы встречаетесь и эти правила обсуждаете, да. Потом вы их пишете где-то красиво, вывешиваете, вы их все соблюдаете, да. Будет очень здорово, если в вашей группе будет понятно, кто за что отвечает. Это тоже очень важно, да. Допустим, там кто-то хорошо танцует, кто-то хорошо поет, кто-то хорошо организовывает, кто-то классно разговаривает с фанатами, кто-то клево снимает видео, потому что когда понятно, кто за что отвечает, когда у вас будет нарастать фронт работ, да, то есть когда у вас будет большая загруженность, если не будет конкретных людей, которые за это отвечают, вам будет очень сложно. Вы будете все время думать, а вдруг он возьмет, а вдруг он, и работа будет опять проседать. Здорово будет, если будет что-то помимо вашей деятельности, что вас объединяет. Ну, это какое-то хобби, увлечение, да? Так Квесты, начинается. горнолыжка. Да, плавание, да. хобби. Да, ну, потому что когда вы как семья, тогда это все равно всегда легче, чем если мы просто встретились, отыграли концерт, а мы разбежались, да? По поводу лидерства, то есть каждый может быть лидером в своей сфере, так проще. То есть не только вот я здесь сейчас, да, там я лидер и все меня слушаются, да, а каждый в своей сфере может быть, да, лидерством. То есть это вот какие-то такие основные моменты, которые очень важно вам сделать, да, и тогда будет понятно, куда двигаться дальше, да. А вот сами что можете сказать, ну вот насчет нас, нашей группы? Общее резюме. Как я уже сказала, Руслан это громоотвод у вас, да, причем по ощущениям, да, Руслан может очень много на себя взять и тащить, реально, вот реально. Причем еще так и есть, да. Причем он еще есть еще такой у Руслана тоже момент, наверное, Руслан, это тебе поработать, потому что это больше недостаток, чем достоинство. Ты очень легко виноватишься. То есть, если тебе сказать, вот, Руслан, ты виноват, ты такой, да, все, я виноват. Даже если ты не виноват. То есть, ты можешь прям на себя вот это лишнее взять. Зачем тебе это надо? Дамир, да. То есть, ну, Дамир у меня по ощущениям, что неформальный лидер, правда. То есть, такой, знаешь, то есть, есть в тебе такое лидерские качества, да, какие-то, вот, которые ты можешь очень хорошо проявлять. У тебя очень классно все с логикой. То есть, ты можешь прям вот так все объяснить, как-то разжевать, всем рассказать, то есть, как нужно, да, делать. Но вот, честно, я тебя как открытую книгу не могу, как Руслан, например, прочитать. То есть все-таки ты такой немножко закрытый. То есть или ты очень классно как раз умеешь показывать только то, что ты хочешь показать. Булат, да. Ну, Булат самый младший, наверное. Да? Ну, это прям вот чувствуется. Это даже не... Я люблю это показывать. Ну, то есть ты это даже так используешь, да? Конечно. Булат, у тебя очень много энергии. Мне кажется, у тебя ее вообще просто, вот вообще просто. Мне кажется, когда все уже такие, Булат такой, еще, я хочу еще. И все такие, так, куда бы деть Булата, чтобы он нам дал отдохнуть. Когда так много энергии, очень много потом может приходить и опустошение. То есть, наверное, у тебя так бывало, что ты такой, Бывало. а тебе важно научиться с этой своей энергией, вот такой бешеной, да, как-то ее очень так умело распределять, да, чтобы ты не перегорал. Поплясал, поактивничал, отдохнул, поплясал, поактивничал, отдохнул. А не так, что пока прет, надо делать, да, потому что потом тебе будет сложнее выходить. Вот такое вот ощущение, да. Вот просто она поговорила со мной часик где-то, и она уже поняла, что я очень энергичный, что у меня прям энергии некуда девать. Вот. И она дала потом как бы совет или свою рекомендацию, что как правильно свою энергию, куда направлять, как ее утихомирить. Потому что если я этого делать не буду, то у меня может такой момент наступить, что как бы я весельчак, а потом у меня может быть такое, что я бац, и не буду весельчаком. Айнас. Ну, Айнас, действительно у тебя так. Какая-то очень открытая улыбка, то есть ты умеешь нравиться. Я не знаю, как ты это делаешь, но ты умеешь нравиться, реально. Что-то у тебя есть какая-то такая харизма, то есть она у вас у всех однозначно есть, но ты что-то такое делаешь, вот ты что-то такое умеешь, тебе надо вот их всех научить. Біздің білән болған вақытта ол біздің жіктер аңлап алды. Кім нендей екенін
білді. Һәм ол профессионал, ол өз ішін біле деп әйте алам. Чөнки барыбыз турында да дөрес әйтте. Все, про все попало, да? Спасибо большое. Спасибо вам. Нам очень понравилось. Я очень рада. Классно. Бүгінгі күн бізге біраз көзімізді ашырға ярдәм етті. Кімнің кім екенін аңларға ярдәм етті. Бұл бик файдалы шығарылыш еді, бик файдалы очрашу еді. Мен бик ышанып қалам. Әлеге күннен һәрбір егет Болат, Айназ, Руслан нинди булса да нәтиҗәләр ясый чыктылар.